Наш земляк Далер Рахимов, который работает сценаристом. Знаете, не как в кино происходит, то есть ты выиграл и сразу же завтра ты снимаешь. Нет. В основе нашей структуры всегда будет лежать какая-то обычная банальная проблема, а решением всегда будет какое-то очень фантастическое, нереальное, то есть сюрреалистическое. Она, собственно, и появилась, наверное, из-за того, что пандемия в этом году была, и они там как-то программу свою Кинотавр менял. Вы сценарист известного, просто отличного сериала «Миллионер из Балашихи». Когда мы нашли актера на главную роль, мы когда увидели его и подумали, это же он, это же, мы представляли его другим. Мне кажется, это вопрос, который займет у меня всю жизнь. Добрый день, мы продолжаем нашу серию онлайн-интервью для Азии+. И сегодня мы поговорим о творчестве и кино во время пандемии. Наш земляк Далер Рахимов, который работает сценаристом и живет в России, на днях получил очень важную награду на кинофестивале «Кинотавр». И сегодня он наш герой. Здравствуйте, Далер. Привет всем. Салам алейкум. Кто будет смотреть это видео, всем тем, кто находится сейчас у вас в студии, большой привет. Далер, на самом фестивале вы получили, получается, приз за пич. Что это означает? Слово пич. Да, я немножко поправлю вас. Это не очень важная награда, как вы сказали. Но как бы это прикольно получить награду за лучший пич. Это значит, что мы смогли, наверное, лучше других донести наш концепт. Наша идея заинтересовала людей, сидящих в жюри, а это генеральные продюсеры самых лучших на сегодняшний день российских онлайн-платформ. Кинопоиск, ОККО, Старт, ТНТ Премьер и так далее, которые есть, их очень много сейчас. И они оценили наш проект как самый интересный для них. Видимо, наверное, это и означает. Как-то так, если коротко. А означает это то, что вы получите финансовую поддержку для этого проекта на будущее? Это означает, что этот проект увидели крупные продюсеры и заинтересовались им. Это сыграет, это в плюс для нас, для того, чтобы в будущем не нужно нам уже питчить эту идею. По сути, мы собрали их всех в одном зале и рассказали, что есть вот такое. Они сказали, это самая лучшая вещь. И дальше они приходят к нам с предложениями, либо мы заходим к ним, помните, мы показывали, и вы оценили это как лучшее. То есть, да, это поможет в будущем, наверное, продать этот проект на какую-то платформу. Но это процесс не такой, что, знаете, не как в кино происходит. То есть ты выиграл и сразу же завтра ты снимаешь. Нет. Это очень долгий процесс, в котором будет обсуждаться все. И вполне вероятно, что от той концепции, которая была, может не остаться ничего. Но это как один из вариантов. Может остаться все, как и было. Но может быть такое, что в рабочем процессе найдется другая идея, и этот проект уйдет в другую сторону вообще. То есть это долгий такой творческий рабочий процесс, который нам еще предстоит. От момента заключения каких-то сделок, от момента выбора, с кем мы хотим идти дальше вперед. То есть видение тоже может у разных людей быть разное. Точнее, не может быть, а оно именно таковым и является. Оно разное у всех людей. А в чем получается идея? Расскажите тоже нам, нашим зрителям. Это такой абсурдный сатирический сериал, где роли 3 главных персонажей исполняют, играют куклы, не настоящие люди. Они там со своими проблемами, они втроем снимают одну квартиру, они сожители. Каждый из них по-своему несчастлив. Но почему именно куклы? Концепция в том, что сейчас многое запрещается говорить людям. Да, цензура или много тем, на которые невозможно спокойно говорить. И куклы – это как раз выход из этой ситуации. Куклы могут говорить о чем угодно и делать что угодно. В основе нашей структуры всегда будет лежать какая-то обычная банальная проблема, как, например, почему интернет работает не на полную скорость, или почему когда живут 3 человека или 4 человека в одной квартире, всегда происходит очередь в ванну, да,
а решением всегда будет какое-то очень фантастическое, нереальное, то есть сюрреалистическое, типа из разряда в ванну всегда есть очередь, потому что твою ванну занял дьявол из потустороннего мира, который очищает, который убирается в твоем мире, устанавливает контейнеры для мусора, для экологического как бы разделения мусора. Вот, и он переживает о том, что из-за экологической катастрофы может произойти какой-то коллапс, да, какой-то Армагеддон, все люди умрут, и у него в аду будут сильные очереди. Он этого очень сильно не хочет, и как бы, вот, и поэтому он пришел сюда, чтобы здесь убраться. И поэтому, убравшись здесь, он моется в твоей ванне. Вот. То есть, ну, таким образом мы, таким вот абсурдным совершенно образом мы скрещиваем темы, как, например, там, коррупция, да, там, отношение к старому поколению, экология и так далее. Смело. А как происходило само мероприятие, тем более вот в условиях пандемии? На самом мероприятии меня не было, туда ездил только наш режиссер, вот, который, собственно, и питчил идею. Вот. Но по его рассказам, в принципе, Кинотавр в этом году, ну, по-другому. Это премия, да, вот для веб-сериалов, для сериалов, для онлайн-платформ. Она, собственно, и появилась, наверное, из-за того, что пандемия в этом году была, и они там как-то программу свою Кинотавр менял вместо всяких вечеринок, ну, общественных каких-то штук, на которых могли собираться люди. Они сделали что-то другое, что-то типа вот таких вот отбора сериалов, там, питчей и так далее. Вот. В целом, ну, ничего особенного. Это обычные рабочие процессы тоже. Приехали люди, рассказали, отобрали что-то, пошли, пообедали. Вот и все. Ничего сверхъестественного. А если вот говорить о пандемии, насколько она сильно повлияла на вашу работу? Были ли проблемы, какие-то трудности? Может быть, планы разрушились? И как вы к этому адаптировались? И адаптировались ли вы вообще? Вот, да, наверное, самое точное, последнее ваше будет замечание, то, что на самом деле никакой адаптации к этому не было, потому что очень все легко прошло. Ну, мы сценаристы, да, мы там, в принципе работаем из дома всегда. Ну, нет, конечно, нет, мы иногда ездим в офис, иногда можем где угодно, то есть, ну, как по кайфу. Вот так, наверное, самое правильное выражение будет точнее всего, которое пишет. То есть откуда тебе лучше, оттуда и работай. Ну, чаще всего так получалось, что я, например, из дома работал. И как-то плавно перетек в карантин. И когда все вокруг начали жаловаться и говорить то, что я не могу сидеть дома, я думал, а что происходит? В чем проблема, собственно? Типа, ну окей, я тоже дома. Вот, у нас как раз в начале года был большой объем работы, и мы с автором сидели из дома безвылазно, вот так же писали в скайпе, ну, во всех разных конференциях, Zoom и так далее, общались. Потому что в Москве так ты не тратишь время на работу, на передвижение по городу, и это очень выгодно. Вот. Ты проснулся, сразу включил ноутбук и созвонился, это 5 минут. А если тебе нужно поехать куда-то, это еще 1,5 часа туда, 1,5 часа обратно, и ты дикие пробки, это толкучки в метро. И это время, которое ты мог потратить на какую-то работу. Вот. А так мы привыкли к этому. И когда вы начались все эти приколы с тем, что вот онлайн-собрания в Zoom или там переговоры в скайпе, для нас это было так все обыденно. Ну, неинтересно даже немножко. Ну, то есть это да, это было для нас, но это да, у нас так есть, у нас так было. Вот, поэтому это был прикольный опыт с точки зрения того, что ты каким-то образом почувствовал это и раньше к этому подготовился. Вот. Как-то так. Понятно. А вы сценарист известного, просто отличного сериала «Миллионер из Балашихи». Это веб-сериал, получается, был снят для Ютуба. Давайте поговорим немного об этом. Как вообще вы работали над этим сценарием? Просто это новый формат. Наверное, было как-то, интересно, сложно. Какие были вообще такие интересные моменты в работе? Ну, насчет нового формата я не знаю, новый ли это формат. Нет, это обычный сериал. То есть, сейчас вот появилось это слово веб-сериалы. Я на самом деле я, если честно, не знаю разницы между сериалами и веб-сериалами. Ну, то есть, по сути, отношение к работе одно и то же. Ты создаешь какой-то контент, ты делаешь, принципы работы твои не меняются. Вот. А что конкретно вас интересует я не знаю, что, там все интересно было. Это для нас был такой большой опыт.
и который продолжается сейчас. Сейчас как раз мы работаем мы закончили вот как раз на днях, сейчас в процессе заканчивания написания сценария второго сезона. Отлично. Это будет хороший спойлер, небольшой. Вот. Это очень успешный кейс для нас с точки зрения того, что у нас получилось сделать. Это сериал, который снят на деньги реклам, то есть бренда, да, купила онлайн-платформа Кинопоиск. Вот она купила первый сезон и сейчас заказала у нас второй сезон. Поэтому с этой точки зрения, да, это, конечно, очень интересный кейс. Получается, вы придумывали сценарий, вы придумывали этих героев. Просто я хочу отметить героев. Я с самого начала как влюбилась в героя бабули, и дальше каждый герой раскрывался постепенно. Каст просто прекрасный. Участвовали ли вы при наборе героев, и совпало ли вот это вот ожидание и то, что вы воплотили реальность? В 95, наверное, процентов случаев ты всегда не ожидаешь, что получится в итоге. В голове одного человека это выглядит вот одним образом, в голове другого человека это совершенно другим образом. Даже я всегда работаю с моим другом и с автором, с Трофимом Пустильником. И даже мы проводя так много времени вместе, да, там по 12, по 14 часов в сутки работая, мы все равно видим все по-разному, как казалось, да, потом, если мы обсуждаем какие-то моменты, а я это вот так видел, он говорит, а я это вообще по-другому видел, а я был уверен, что он это видел так же, как и я, у нас у всех картинка разная, я сейчас вам говорю, автомобиль, и да, я представил один автомобиль, а вы представили другой автомобиль, то есть в этом как бы прикол, в принципе, кино. Конечно, сработало все в итоге классно, да, даже, наверное, мы не могли ожидать лучшего. Потому что, когда мы нашли актера на главную роль, да, на роль Богдана Кандаурова, мы когда увидели его и подумали, это же он, это же, мы представляли его другим, но вот это лучше, чем мы себе представляли. Это прям круто. Да, он обязательно должен быть он. То есть там много магических моментов происходило, когда вот что-то вдруг внезапно появлялся вот такой вот актер, и мы думали, круто, да, давай его. А где-то не было подходящего, ладно, давай его. А в итоге того, которого мы не хотели, выдавал просто супер перформанс. И все как-то складывалось. И на монтаже мы сидели, смотрели и думали, да, это прикольно. Это прикольно, что вот получается, все срастается. Это отличный кейс, на самом деле. И вот хотела один вопрос задать про главного героя. Он ведь выиграл приз как, сам актер, как лучший актер веб-сериалов. И у него была прекрасная речь. Она очень популярная в Ютубе. Написали ли ее вы, этот текст сам? Да. Он был о мотивации прям главного героя. Это очень интересно вообще было. Да, подход вообще к нему как к блогу. То есть мы старались сделать так, что этот персонаж существует в реальности. И когда выкладывались серии на YouTube, сейчас уже серии на YouTube нет. Там, по-моему, есть, но какие-то фанаты дублируют сейчас серии, да, потому что но когда выкладывались эти серии на YouTube, мы думали, а как бы это сделал Богдан Кандауров, как бы это сделал он, как бы он выложил свой YouTube, чтобы он на свой YouTube-канал, чтобы он там подписал. Вот, и каждая его речь, каждый его спич всегда продумывается с этой точки зрения, а как бы это сделал Богдан Кандауров. Мы даже когда презентовали второй сезон или презентовали другие проекты по Богдану Кандаурову, да, там, мы именно презентацию делали так, как бы ее сделал Богдан Кандауров. То есть, да, это вот с идиотскими фразочками о том, что целься в Луну, и тогда ты окажешься среди звезд, и с вот этим подходом того, что, типа, бюджет там огромный, но, типа, не переживайте, мы возьмем Оскара, я уверен в своих талантливых парнях, как бы это все вот в его стиле. Вообще очень интересные были диалоги. Я как только начала смотреть сериал, буквально можно было выписывать их. Я вот как с самого начала услышала, в зале сильно пахнет фейхоа. Насколько сложно придумывать такие тексты, диалоги? Работаете ли вы один над этим, или это как на уровне импровизации иногда происходит? Я не могу сказать, как это... Написание сценария вообще состоит из нескольких этапов. Да, как бы на моменты идеи, потом момента создания персонажей, потом там есть событийники, эпизодники, и потом финальные это диалоги. Говоря о первом сезоне, написать диалоги было довольно-таки,
Просто так получилось. Не всегда так бывает. Конкретно вот в этот раз получилось так, что у нас просто прорвало, полетело куда-то это все, и диалоги были написаны довольно быстро, и очень мало итераций было, то есть очень мало редактур, очень мало правок. Они практически с первого раза устояли. Ну, потому что персонаж, когда мы его создали, мы его настолько понимали, мы понимали каждую секунду, что он там, какой кофе он предпочитает пить, да, какой у него там даже любимый фильм там, или любимая книга. Мы понимали о нем абсолютно все. Понимали, как он будет разговаривать. И мы очень много вдохновлялись этими такими персонажами, смотрели на YouTube этих людей, которые ходят на бизнес-молодость или любые другие тренинги, разных коучей смотрели в Инстаграме и так далее. Недавно я для себя открыл вообще замечательного нашего таджикского коуча Саидмурод Давлатов. Я в восторге вообще. Я мечтаю, что Богдан Кандауров познакомился с ним. Мне кажется, когда они встретятся, во вселенная как бы, она взорвется и в обратную сторону жизнь потечет, потому что это просто великолепно. Вот, мы вдохновлялись такими людьми, мы смотрели, искали. Жалко, что мы не нашли Саидмурада Давлатова тогда. Вот, это тоже, наверное. Но в целом это все, получилось все в одну точку. Он точно такой же. Это, ну, это интересно было исследовать. Вот, то есть перед тем, как ты приступаешь как сценарист к какой-то работе, ты должен исследовать тему. И мы очень сильно погружались в тему этих бизнес-коучей и тренингов, да, успешный успех и так далее. Мы даже чуть не покупали билеты и не ходили на такие тренинги. И все вот эти их танцы и выкрики в зале, это все абсолютная правда. Это именно так и происходит. То есть это не сделано было ради комедии. Тут больше просто правды. Оказалось просто так, что правда, она сама по себе такая смешная, что просто ты, когда ее показываешь людям, люди смеются. Вот и все. И так каждый раз. Погружение, исследование темы дает тебе необходимую почву. Ну, это было видно, потому что весь сериал этим в принципе, живет. И вот вы говорили как раз о вдохновении. Вы говорили больше о вдохновении на уровне других YouTube-блогов, Instagram-блогов. Когда я смотрела сериал, у меня было вот ощущение, что я смотрю «Офис» почему-то. Из-за формата съемки, видимо. А вообще у этого сериала есть что-то схожее? То есть то, как камера подходит к герою, то, как герой воспринимает эту съемку. Вдохновляетесь ли вы другими сериалами? Вот такой вопрос. Да, конечно. Конечно, «Офис» один из самых главных референсов, просто потому что это жанр мокюментари, да, жанр псевдодокументалок. В этом жанре это когда оператор, это часть мира, на которую я наблюдаю. Он реально есть, и это реально чувак, который сейчас с камерой ходит и снимает, и показывает нам эту историю. «Офис» — это такой сериал, но на момент написания первого сезона, признаюсь честно, мы не смотрели «Офис». Мы знали о существовании этого сериала, мы знали, что он крутой, но мы не смотрели «Офис». Мы вдохновлялись другим сериалом от создателей «Офиса», от Рики Джервейса и Стивена Мерчанта. У них есть сериал, классно называется «Жизнь так коротка». Тоже мокюментари, псевдодокументалка про карлика. Вот, про карлика с очень большим эго. Вот. Мы смотрели ее, мы вдохновлялись вот этим сериалом. А потом уже, когда мы закончили, вот я недавно, я вот тут на карантине как раз посмотрел «Офис». Да, «Офис», ну, как бы нет, тут вопросов нет, это очень крутая вещь. Мы вдохновлялись Тайкой Вайтити, мы вдохновлялись «Реальными упырями». Это вообще наш любимый фильм. Я очень советую всем, если кто-то не смотрел, посмотрите. Очень смешно. Это, наверное, самый смешной фильм, который я когда-либо смотрел. «Реальные упыри» Тайки Вайтити. Это псевдодокументальный фильм про вампиров. То есть, ну, такой абсурд, это очень смешно. Ну, то есть мы вдохновлялись вообще всем мокюментари, которые есть самым таким топовым, который на сегодняшний день. Конечно, и «Офис» в их числе. Вообще Рики Джервейс — это человек, который, ну, делает такую комедию. Мы фанаты его большие. Это потому что немного это заметно, и это всегда так интересно, чем вдохновляются люди. Вы до этого упомянули момент финансирования. Я думаю, будет интересно вернуться к нему. Вообще весь сериал, ну, сериал был опубликован на небрендированном YouTube-канале, и не было внутри никакой рекламы, буквально до последней серии, где в конце уже было прямо сказано то, что модуль банк, и в конце еще бабуля об этом сказала. Ну, когда ты уже скажешь, что это не твой блог, а вообще-то это вот мы снимаем. Насколько было сложно договориться с людьми? Просто обычно, когда, ну, заказывают тот или иной продукт и платят за него, требуют чуть ли не полного вмешательства,
показа этого продукта вам удалось сделать максимально нативный материал? В чем вот ваш секрет? Ну, изначальный подход был именно такой, что, ну, сейчас в современном мире невозможно воспринимать рекламу без отторжения. Вот. И реклама бы в самом контенте или реклама, влияющая на историю, сыграла бы только в минус. И мы это объясняли, и нас услышали, и поняли. То есть там не было... Я не помню, чтобы на этой почве были какие-то разногласия. Банк сразу сказал, ну, окей, если вы так считаете, или если вы в этом уверены, давайте, да, так и сделаем. И в итоге все это получилось именно так. Потому что когда в конце 6-й серии выяснилось, что это все было при поддержке Модульбанка, в комментариях Ютуба там были тысячи там комментариев, которые респектовали Модульбанку. Респект, ребята. Такая реклама, она влияет на имидж твой. Ты не тыкаешь мне своим брендом в лицо, но ты сделал что-то интересное, крутое, и я тебя за это уважаю, как бренд. И как, ну, то есть там по цифрам там у них все было хорошо. По количеству уважения, респекта такого, да, который им дается, как в какой-то части игр GTA, когда ты вместо денег получаешь респект. Вот, они получили это, и им это было важно. Как у них сейчас дела, я не знаю, у этого банка, но тогда все получилось, да, и это с этой точки зрения тоже интересный кейс. Да, на самом деле перезаливов очень много. Я сама смотрела по перезаливу, и везде комментарии, они максимально положительные. Люди не просто радуются просмотру этого сериала. Кто-то пишет, я буду пересматривать его. Это лучшие, как курсы предпринимателей в моей жизни. Были подобные комментарии. И это уже показывает сам профессионализм сериала. И поэтому, я думаю, немного вернемся к вашей деятельности, к работе сценаристом. Я думаю, мы можем закончить наш интересный разговор полезным моментом. Посоветуйте, как начинать работу в этой сфере в Таджикистане, или вообще как вот быть хорошим сценаристом для всех, кому это интересно. Я сам, если честно, до конца не разобрался в этом вопросе. Я сам в процессе поиска ответов на этот вопрос, потому что, ну, мне кажется, этот вопрос, который займет меня всю жизнь, да, как быть хорошим сценаристом. Я не знаю, честно. Ну, самое, наверное, главное, это, ну, искренне, честность, честно работать. В любой, неважно, сценаристом там ты являешься или кем-то врачом, или юристом, ну, честность в первую очередь. Смелость найти, ответить себе на вопрос, нравится ли мне делать то, что я делаю. Ну, вот. И если ответ нравится, то просто делать, бить в одну лунку. Вот. Ну, потому что если ты не любишь то, чем ты занимаешься, тогда зачем это все? А любовь – это созидательная эмоция. И когда ты любишь, ты созидаешь. У тебя получается. Ты готов сидеть по 14-15 часов в день, работать, думать, без остановки, как бы думать, работать, перегружать себя. Ты не замечаешь этого, ты не замечаешь времени. Просто оно, ты бац, и уже ночь. Ты такой, блин, надо домой ехать. Ну вот. Нужно писать, ну, у нас вот есть правило в нашей команде, мы пишем только то, что мы бы смотрели сами. Потому что я не понимаю сценаристов, которые пишут. Вот кто пишет сериал «Воронины»? Я не знаю. Ну, если там сидят молодые парни, такие пишут сериал «Воронины», реально тебе это интересно, на просто, что происходит вот в семье. Мне кажется, сейчас интереснее темы, у молодежи другие темы, да, какие-то всякие фантазии. Ну, у прогрессивных, у всех людей. Уже более мы смотрим вперед, куда-то в будущее. Нас могут технологии волновать, нас может волновать смерть, я не знаю. Нас может волновать все, что угодно, но не то, что уже было миллион раз. Типа. Ну вот. Получается, нужно делать все для себя и по любви, если так подытожить. Да. Отлично. Я думаю, это будет очень полезный совет для всех, кто хочет проявить себя в этой сфере. Мы очень рады, что мы с вами поговорили сегодня. Спасибо вам большое за это интервью. С нами был сегодня Далер Рахимов.
очень прекрасный сценарист. Советую всем посмотреть его сериал «Миллионер из Балашихи». Я его посмотрела на одном дыхании, и уверена, мы еще увидим другие ваши проекты, еще успешнее и успешнее. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. До свидания.